Протяженность дороги средние Чулки-Плиева около 11 километров. Ширина проезжей части 6 метров. Пропускная способность составляет более 2000 автомобилей в сутки. Долгое время дорожная артерия находилась в удручающем состоянии. Выбоины, просадки, трещины. Совсем скоро все это останется в прошлом. К реконструкции дороги приступили 2 недели назад. Предстоит расширение проезжей части и доведение ее до технической 4-й категории. Специалисты подготовили основание первых 1,5 километров из песчано-гравийной смеси в 3 слоя и уже начали первый этап укладки асфальтобетона. Погода дорожникам благоволит, движение здесь не перекрыто. Но несмотря на поток автомобилистов, работа идет строго по графику. Сейчас мы кладем нижний слой асфальта. А сколько сантиметров? После укладки 7. Ну, если честно, движение немножко мешает. Хорошо было, если потише ездили, аккуратно. А так ничего не мешает. Строительство полотна проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Объект является переходящим на 2024 год. Правда, дорожное ведомство намерено обновить все километры с опережением сроков. В работе задействовано несколько единиц техники и десятки дорожников. Работы проводятся строго в соответствии с нормативными требованиями. В принципе, я думаю, они буквально в ближайшие дни завершат эту работу. Установят также около 40 дорожных знаков, металлические барьерные ограждения, дорожная разметка, сигнальные столбики. Тем временем жители Преображения дороги ждут с нетерпением. Минавтодор обновил еще одну дорожную артерию, представляющую большую значимость для жителей республики. Так отремонтировали дорогу по улице Мальсагова в Яндаре. Ее протяженность более 2 километров, ширина 6 метров. Сейчас дорожники должны установить оставшиеся знаки и проложить пешеходные дорожки. Сняли покрытие, отфрезеровали, с добавлением необходимых материалов спрофилировали. Уложили 6-метровый слой асфальтобетон, сделали разметку, поставим необходимые знаки, укрепим обочины. После проведения указанных работ дорога соответствует 4-й технической категории. Дорога много лет нуждалась в обновлении. Жители региона обратились к главе республики с просьбой проложить новое асфальтовое покрытие. Махмуд Али Калиматов дал поручение министру автомобильных дорог Хаматханову провести ремонт дорожного полотна, ведущего к федеральной автодороге. Говорить о важности здесь не приходится, потому что это прямое сообщение оттуда, с Малгобекского района. Мы там сейчас ведем масштабные работы. Трасса Кавказ-Карбулак, 3-й этап. Оттуда эта дорога выходит сюда через Карбулак на Яндаре, через развязку идет, они выходят на Сурхахи. И можете представить, это и Кажево, это же и Асиновское ущелье, сюда выход на федеральную дорогу. На центральной части улицы Мальсагова расположена мечеть, почта, местная администрация, школа хафизов, участок оживленный. Жители задаются вопросом, можно ли здесь сделать искусственную неровность. Правда, Минавтодор отмечает, что установка лежачих полицейских должна быть в соответствии с нормами ГОСТ и по чьей-то прихоти не укладываются. Из-за несоблюдения водителями скоростного режима они часто вынуждены нарушать законодательные требования с целью сохранить человеческие жизни. Правда, в случае каких-то происшествий надзорные органы фиксируют эти действия как нарушение закона ведомством. Так Минавтодор находится между 2 огней. Поймите нас правильно, мы не имеем права укладывать. Это раз. И во-вторых, более того, я вам должен открыто сказать, если мы даже положим где-либо искусственную неровность, появляются жители республики, которые тут же начинают жаловаться. Это в надзорные органы, в прокуратуру. И следом приходит надзор, они говорят, на основании чего или для чего вы положили неровности. Вот такая ситуация. Вот по данному вопросу, только закончили проезжую часть, только закончили работу. Здесь, если будет такой вопрос, действительно мечеть, я думаю, если такая необходимость будет, мы уложим, никаких вопросов не будет. Всего в 23-м в регионе обновлено более 28 километров дорожного полотна. Ингушетия, как и в предыдущие годы, успешно и первой в России выполнила все объемы работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Также республика продолжает удерживать лидерство по качеству дорог среди субъектов страны. Диана Дударова, Султан Магушков, Новости 24.